Октябрь в Симферопольской библиотеке имени Франко ознаменовался рядом культурных событий. Среди них значительными были две выставки. Первая – выставка Российской академии художеств. Вторая – выставка выпускника данной академии Исмета Шейхзаде. Она была представлена под названием «Сквозной сюжет золотого сечения». Предлагаем вам познакомиться ближе с работами Исмета Шейхзаде. На моей экспозиции я постарался представить наиболее емкие и масштабные проекты своего творчества, открытия в истории мирового искусства, которые здесь, в залах этой библиотеки, произведены, и ряд произведений, которые, в общем-то, конечно же, базируются на том опыте образовательном и художественном, который предоставляет Российская академия художеств, выпускником которой, в общем-то, я и являюсь. Наиболее такая масштабная работа из серии профессиональных, так сказать, именно опытов, это крупнейшая в мире вообще шелкография, которую когда-либо печатали в этой технике. Она была сделана в 2001 году во время Всероссийского съезда выходцев из Украины. Это мероприятие проходило под эгидой администрации президента России. И тогда мне удалось именно благодаря такому ресурсу сделать это произведение. И его базовая часть, 1/3 часть, потому что 2/3 было разобрано делегатами съезда в виде сувениров себе на память, а вот 1/3 часть, она у меня превратилась в такой крымский юрт, который я уже экспонировал на площадках в Стамбуле, в Киеве, в Москве, в Крыму, на Аккая, в Бахчисарайском дворце. И здесь на выставке у меня они как раз и представлены в этих ракурсах, это произведение. Кроме всего прочего, тут представлена художественная акция, довольно масштабная, посвященная Дню борьбы с курением. Это еще в Москве я делал на центральной площади Пушкинской, площади Москвы. Я делал произведение, где уничтожал курящий такой рекламный бренд Marlboro, и панно, которое состояло из 7000 сигарет, которые были сшиты в одно такое гигантское полотно. На нем был нарисован, изображен акриловыми красками ковбой с рекламной компании фирмы Philip Morris. И в течение этого всего дня, во время этой рекламной кампании на площади имени Пушкина, этот такой никотиновый монстр сгорал на центральной площади Москвы. Из академических произведений тут как раз живописное полотно «Принцесса Кючук из Стамбула». Если остальные в виде фотографий, то это в подлиннике холст масла. И это такая моя сублимация относительно женских образов в истории мирового искусства. Именно в стенах этой библиотеки, здесь, в библиотеке имени Франко в Крымской, нами было совершено, в общем-то, такое неординарное открытие в истории мирового искусства в творчестве Микеланджело. Мы впервые раскрыли неизвестные методы творчества Микеланджело. Это было и опубликовано, и аннотировано, и экспонировано на ряде экспозиций. Это гигантский Давид, которого Микеланджело сделал в скрытом виде, в зашифрованном в криптологии на стенах Сикстинской капеллы. И это открытие не больше, не меньше, это открытие века. Гигантский такой в виде фотопостера показанный 3-метровой высоты, это геральдический штандарт, карта коронации крымских ханов называется, потому что оно создавалось на 2 диаметральных точках европейского континента. Тут же перечень галереи «Крымское ханство», которую я курирую с момента его образования, когда эта концепция была представлена во время тура рок-группы «Аукцион» в 1996 году. И еще одна причина, почему эта экспозиция здесь экспонируется, это ровно в эти дни, 20 лет назад, проходила презентация галереи «Крымское ханство» в виде гастрольного тура рок-группы «Аукцион», которая на тот момент была признана самой лучшей рок-группой Европы, по мнению парижского еженедельника «Nouvelle Observatoire». Это открытие неизвестного герба
российского государства. Здесь тоже на выставке оно представлено. Это тугра российских царей, русских царей Романовых XVII века. И эта тугра, она выполнена в изумительной технике каллиграфии, выполнена московскими, именно московскими, подчеркиваю, хататами. И это неизвестный, еще не распознанный герб российского государства. Точно такой же, как вот двуглавый орел на официальной геральдике, да, символике. Вот точно такой же герб, совершенно равнозначный, совершенно полномочный представитель, так сказать, вот, русской геральдической традиции. Это тугра российских самодержцев. Она тоже представлена здесь на выставке, в зале, где показывается михрабная ниша и главные компоненты купольные мечети, личной мечети ханов Гиреев. А там совмещается вся фабула вот этой всей моей выставки. И еще очень немаловажный акцент, что вот то, что сейчас состоялось, впервые такая выездная, серьезная, фундаментальная экспозиция Российской академии художеств, и об этом уже был разговор, об этом была презентация таких идей, таких намерений, чтобы в Крыму Российская академия художеств могла открыть одно из своих подразделений в виде, вот, может быть, лаборатории творческой, может быть, мастерских таких же творческих. И это очень важно для Крыма, потому что и для России вообще в целом, потому что вот эти неизвестные пласты крымской истории, традиций и культур разных народов, которые населяют, великий пласт русской культуры, который мы знаем, да, еще с Айвазовского, с Куинджи, Коровина и так далее, советский пласт культуры, да, который с Крымом связан. Это все очень емкий такой корпус, который требует очень серьезного академического изучения.